Добрый день, уважаемые участники вебинара. А, Сегодня наш вебинар посвящен республиканскому конкурсу по выявлению практик, по реализации программ и проектов в сфере дополнительного образования детей с использованием сетевой формы взаимодействия в организациях различных типов. Вот такое сложное достаточно название этого конкурса. Моя цель сегодня раскрыть элемент содержания положения этого конкурса и его прокомментировать в рамках подготовки конкурсных материалов, то есть подготовки конкурсных материалов для этого конкурса, что необходимо сделать, показать, как, собственно, можно загрузить эти материалы, чтобы принять участие в данном конкурсе. Ну, и вот наша задача в этом сегодня заключается. Поэтому в первую очередь я знакомлю, собственно, с положением этого конкурса. Цель этого конкурса – это выявление лучших практик в дополнительном образовании в рамках реализации сетевых форм взаимодействия. И так как федеральным законом образования о сетевой форме заявлено об этом давно, Республика Коми и Министерство образования, науки и молодежной политики в этом году решила проверить, насколько реализуется, собственно, вот это заявленное законом положение, и проверить, существует ли такая практика, выявить лучшую практику и определить лучших участников. Это денежный конкурс, собственно, победители будут получать денежную премию, поэтому конкурс рассчитан на организации, и участникам может быть любая организация, любая программа или любой проект одной из организаций. Ну и теперь поподробнее, собственно, по положению. Значит, понятно, что здесь нужно прокомментировать, что проекту дополнительное образование детей с использованием сетевой формы. Сетевая форма, то есть это привлечение к организации, к реализации программы организации партнеров. То есть, собственно, программа предполагает ее реализацию не только в контексте одной образовательной организации дополнительного образования, сколько привлечения партнеров. Вот если таковые программы у вас имеются, пусть это будет даже один партнер, не надо, чтобы это было большое количество партнеров, то, собственно, уже материал может принимать участие в нашем конкурсе. Поэтому здесь в общем положении здесь комментируется, что программы с использованием ресурсов профессиональных образовательных организаций, то есть здесь может быть организации среднего профессионального образования, высшего профессионального образования, возможно, и других профессиональных организаций, где возможно получение базовых профессиональных умений. Образовательные организации высшего образования, а также организации спорта, культуры, научных организаций и организаций реального сектора экономики. То есть реального сектора экономики на сегодняшний день очень много у частных предпринимателей и коммерческих организаций, которые реализуют образовательные программы и которые по возможности могут реализовать их в сетевой форме, используя возможности других организаций, материально-технические, методические, и таким образом формируется вот такой контекст образовательных программ дополнительного образования. Задачами этого конкурса является, ну, конечно, это выявление и распространение лучших практик дополнительного образования. Один из результатов и задачи является это расширение возможностей сетевого взаимодействия, то есть конкурс может показать разнообразие сетевого взаимодействия и для участников, и для тех, кто не попытался в этом году принять участие, но вдруг может обнаружить, что возможности таковые есть. Третьей задачей является, это, конечно, повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования. То есть сетевая форма, она позволяет более профессионально подойти к реализации тех или иных программ дополнительного образования. Одной из важных задач – это, конечно, развитие творческого потенциала и повышение профессионального мастерства педагогов, специалистов системы дополнительного образования. Ну и как важным элементом той задачи тоже бывает привлечение наставников, специалистов, не имеющих педагогического образования, но которые могут
помочь в реализации программы и проектов в сфере дополнительного образования. Учредителем конкурса является Министерство образования и науки и молодежной политики Республики Коми. Организатором является Центр развития общего образования, социализации и воспитания личности Государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Коми, Республиканский институт развития образования. А куратором этого конкурса являюсь я, Торлупова Наталья Геннадьевна. То есть при подаче заявки вы можете позвонить в наш центр и проконсультироваться по уточнению положения данного конкурса. Кто может участвовать в данном конкурсе? В конкурсе участвуют юридические лица, то есть это государственные и муниципальные организации и предприятия. Также могут принимать участие индивидуальные предприниматели, частные организации, общественные организации, осуществляющие деятельность в сфере дополнительного образования детей. Или организации дополнительного образования, которые привлекают в данном случае индивидуальных предпринимателей, частные организации, общественные организации для реализации своих программ. Основанием для данного конкурса служит статья 15 Федерального закона об образовании Российской Федерации. Собственно, в положении мы специально вносим целые цитаты из закона для того, чтобы вы могли увидеть о том, что предполагается, что это за сетевые формы и как они обозначены в федеральном законе. То есть какой документ, какая программа может принимать участие в данном конкурсе. Поэтому обязательно есть смысл внимательно почитать вот эту статью, а так как она приведена практически полностью в положении, то есть вот все эти нюансы, они здесь рассматриваются. И здесь важным компонентом является договор между учреждениями для реализации образовательных программ. И, соответственно, в рамках договора прописываются компоненты обязательные для самого документа договора. Так как у нас договор является частью, в общем-то, конкурсных материалов, то обязательно обратите внимание, что компоненты, которые прописаны в статье 15, то есть вид, уровень, направленность образовательной программы, статус обучающихся, условия, порядок осуществления образовательной деятельности, выдаваемый документ и срок действия договора должны быть прописаны в обязательном порядке. Конкурс проводится в двух номинациях. Это номинация «Лучшая дополнительная образовательная программа, реализуемая в сетевой форме», и «Лучший проект в сфере дополнительного образования детей, реализуемый в сетевой форме». То есть две номинации. Значит, в данном случае победителями в конкурсе могут представители быть или по первой, или по второй номинации. Направления самые разнообразные, то есть то, что мы относим, это, естественно, научная направленность, техническая, включая робототехнику, туристско-краеведческая, художественная, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная. В том числе программы и проекты, предназначенные для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, находящихся на различных профилактических учетах, и также для детей и семей, находящихся в социально опасном положении. Программы и проекты, предназначенные для одаренных детей и талантливых детей. Значит, оргкомитет, он, в общем-то, представлен, оргкомитет конкурса, его можно будет найти на сайте института. Вот я сейчас открываю страницу сайта и открываю вкладочку «Профессиональные конкурсы». И в данном случае, чем полезна, собственно, эта вкладка, почему я обращаю на нее внимание, потому что, собственно, вот здесь представлен наш конкурс, республиканский конкурс. Если я его выбираю по ссылке, то мы увидим страничку, в которой представлены основные компоненты нашего конкурса. Это о самом конкурсе, то есть документы, которые были приняты, кто может быть участником конкурса, оргкомитет
и рабочие группы, которые будут осуществлять этот конкурс. И, собственно, в данной вкладке необходимо будет, собственно, подать заявку. Здесь указаны сроки проведения конкурса с 20 мая 2018 года по 15 октября 2018 года. 15 октября должны будут подводиться итоги данного конкурса. Естественно, у нас имеется профессиональное жюри, которое принимает участие. Оно тоже имеется, и вы можете с ним познакомиться, оно прописано как в положении, так и здесь на сайте представлено. На что следует обратить внимание? Сроки проведения с 20 мая 2018 года по 15 октября. Хотя положение мы опубликовали гораздо позже. Но дело в том, что анонсирование конкурса изначально шло очень давно. То есть многие организации были осведомлены о том, что, собственно, этот конкурс и положение готовится. Поэтому вот после принятия мы его, как только мы приняли, то есть только как документы попали к нам, мы его опубликовали. И, собственно, с этого дня начинается прием заявок на участие в конкурсе. Значит, конкурс проводится в несколько этапов. Первый этап, который продлится до 3 сентября, то есть как раз это летний период, может не совсем, как многим кажется, удачно, потому что многие уходят в отпуск, но конкурс есть конкурс, поэтому сроки мы отменить не можем, поэтому прием заявок на участие в конкурсе, будет длиться до 3 сентября 2017 года. 3 сентября прием конкурсных документов прекращается, начинается, собственно, процесс экспертизы, технической экспертизы и экспертной экспертизы конкурсных материалов. Начиная с 1 октября по 15 октября, собственно, будут уже подводиться итоги и будут работать уже по оценкам экспертов, будут подводиться итоги, писаться отчет и, собственно, распределяться вот этот денежный приз, который имеется, собственно, на базе проведения, то есть грантовый такой вариант. Поэтому основные распределения, они будут происходить в период до 15 октября, и где-то в рамках этого времени будут осуществлены, ну, в общем-то, объявлены победители данного конкурса. Значит, каким образом, собственно, вам необходимо принять участие в конкурсе? Ну, во-первых, подготовить целый пакет документов, которые необходимо будет загрузить на сайте, который я вам сейчас только что показала. Вот я вам показала, собственно, как выйти из КРИРО, но в положении дается ссылка как раз на то место, где вам необходимо, куда вам придется загружать материал. Во-первых, обязательно согласие на обработку персональных данных авторов или соавторов конкурсного материала. То есть, если в титульнике листа у вас прописано несколько авторов или разработчиков программы, значит, каждый из разработчиков должен представить согласие на обработку персональных данных. Образец согласия, его надо распечатать, подписать, сканировать и только подготовить таким образом к загрузке. Самым основным документом является программа или проект. Ну, собственно, проект, он тоже формируется в форме некого печатного документа, поэтому отдельно будет, смотря кто будет какой документ публиковать, или программу, или проект, почему или программу, или проект, потому что в условиях конкурса оговорено, что от одной образовательной организации может принимать участие только один какой-то документ. Либо программа, либо проект. То есть или. То есть то и другое не может быть принимать участие. Значит, документ должен быть оформлен в соответствии с требованиями оформления документов. Я подробнее немножко остановлюсь позже. То есть он должен иметь обязательно титульный лист, основное содержание и какие-то компоненты реализации, если вы реализуете или предполагаете реализовать этот проект. То есть в любом случае вы должны оговорить условия. Он реализуемый, реализованный или он предполагается в системе реализации.
Конкурсным документом является очень важный для нас документ, который, я уже сказала, оговорен статьей 15 Федерального закона об образовании. Это договор. В конкурсный материал входит именно скан копии договора с сетевыми партнерами в соответствии с пунктом 1.6.3 положения. И загружаются они тоже в сканированном виде, то есть в PDF-файле. То есть нигде в других местах их публиковать не надо. Вы загрузили, и он будет идти отдельным файлом, но в то же время он будет поддерживать, собственно, проект вашего конкурсного материала. Еще раз комментирую, что участники не могут представить на конкурс более одного материала. То есть нужно выбрать, или вы загружаете имеющуюся программу, либо, собственно, проект, который, собственно, еще не осуществлен. В конкурсе не могут принимать участие материалы, если они принимали участие в других конкурсах. Поэтому материал, конечно, нужен абсолютно свежий, современный и недавно разработанный, если вы его еще не объявляли на участие в каких-то других конкурсах. Очень важно, что датой приема заявок является 3 сентября, поэтому до 3 сентября материалы принимаются, и, наверное, 3 сентября мы еще будем принимать материалы, но материалы, загруженные после 17 часов 4 сентября, уже принимать участие в конкурсе не могут. Поэтому обращайте внимание на сроки. Сроки дедлайна еще раз 3 сентября. Поэтому постарайтесь по возможности все документы качественно приготовить и хорошо накануне. И дать себе возможность где-то неделю на проверку, как загружаются документы, насколько вы реально владеете, собственно, вот с информационным загрузкой документа. Поэтому дайте себе какой-то шанс, чтобы не в последнюю минуту, не в последний час, в общем-то, загружать эти документы. Значит, каким образом проводится экспертиза конкурсов? Ну, обязательно все материалы проходят техническую экспертизу. Это, собственно, на оформление и на наличие всех тех документов, которые я сейчас перечислила. То есть обязательно должна быть заявка, она в электронном виде, вы ее подадите, программа или проект. Количество договоров с сетевыми партнерами зависит от того, сколько у вас в реализации программы или проекта принимают сетевых партнеров. То есть, если у вас один, значит договор один. Если у вас 2 или 3, то, соответственно, 2 или 3 договора должны быть представлены. То есть, сколько они заявляются. Очень важный компонент, мы говорим об этом всегда, у всех конкурсных материалах, это соответствие требованиям к оформлению конкурсных материалов. То есть вот в большей степени, конечно, мы смотрим на качество представленного документа, на качество оформления, владения, в общем-то, самой подачи документа, поэтому на это следует тоже обратить внимание. То есть, когда готовите материал. Но те, кто уже не первый год принимает участие в таких заочных вариантах конкурсов, они знают, что качественное представление повышает шанс на выигрыш в полной мере, потому что он хорошо читается, и там хорошо рассмотрены все системные компоненты, структура прочитывается, он грамотно оформлен и с грамотной стилистикой представлен, имеются все основные компоненты, поэтому это один из тех случаев, когда, готовя эти материалы, мы таким образом обучаем вас о том, как необходимо представлять документы в любые организации, в любые учреждения. Значит, конкурсные материалами оцениваются членами экспертной группы. Это достаточно большая у нас группа экспертов. Я, собственно, еще раз обращусь, что группа участников экспертизы, несколько участников, то есть один материал будет просматривать не один эксперт. Обязательно система будет складываться, более 6 человек. Оценка будет складываться из 3 экспертиз, то есть это позволит нам уйти от субъективного такого решения, он будет обязательно более объективным. И еще будет, собственно, заседание экспертного совета, где будут уточняться
особенности этих материалов и оценка этих материалов. То есть это будет совещание экспертов, которые определят победителей данного конкурса. Значит, по итогам проведенной экспертизы в каждой номинации будет составляться рейтинг, и в рамках рейтинга будут определяться 3 лучшие программы или 3 лучших проекта. То есть в каждой номинации 3 верхние строчки рейтинга программы будут являться победителями. Те, кто набрал большее количество баллов в каждой номинации. Итоги конкурса, естественно, будут публиковаться вот на той странице, которую я вам показала. И кроме этой страницы публикация будет на сайте Министерства образования, науки и молодежной политики. И также лучшие материалы, лучшие программы, наверное, то есть, или, по крайней мере, лучшие участники будут представлены на портале «Открытое образование Республики Коми». Очень важный компонент, на который следует обратить внимание. Когда вы будете просматривать материалы, попытайтесь их для себя проэкспертировать в той сетке критериев, которая представлена в положении. Работа, набравшая менее 14 баллов в конкурсном отборе, участвовать не будет. То есть мы сразу, работа, если она получила 13 баллов, 12 и менее, их, собственно, они выпадают из конкурсного движения, и они не являются даже участниками конкурса. И еще один важный момент. Если в номинации не будет заявлена программа или будет заявлено всего 2 программы или 2 проекта, то в этом случае конкурс у нас будет считаться несостоявшимся. И, естественно, в данном случае в этой номинации рассматриваться победители не будут. Ну, каким положительным плюсом, собственно, является этого конкурса, это то, что вы получаете очень качественный диплом победителя. Я считаю, что статус участия в республиканском конкурсе как эксперт, который рассматривает все конкурсные материалы, я скажу, что статусность очень высокая. Но кроме диплома, естественно, будет выплачиваться приз в денежной форме. Размер денежного приза будет определяться уже по итогам выбранных победителей. Сумма у нас заложена, она представлена, собственно, в положении, ее можно просто видеть, что сумма все-таки не маленькая, и ее можно получить, и где-то рассчитать, что победитель, конечно, будет получать немножко больше, то есть равное количество в денежном плане денежный приз представлять не будет, победитель, естественно, получит побольше, но это решать не мне, я только высказываю свое мнение, что в любом случае он будет таким образом как бы ранжирован по степени полученных баллов. Значит, в положении представлена заявка. Заявку распечатывать не надо, и заполнять ее отдельно не надо, и сканом PDF представлять не надо. Заявка подается только в электронной форме. То есть, когда вы выйдете на страницу конкурса и нажмете «Подать заявку», у вас выйдет окошко «Подать заявку». Вот сейчас посмотрите. В данной ситуации вышло окно «Подать заявку», где основные компоненты заявки вам необходимо будет заполнить. Почему? Значит, статус организации, полное наименование организации участника. Здесь очень внимательно это нужно писать по уставу и по договорам, потому что оформление дипломов ведется как раз по тому, как вы заполните, качественно заполните здесь название. И потом, когда мы, собственно, оформляем бумаги, много бывает претензий, что там вот неправильно нам организацию написали, учреждение. К сожалению, как написали вы, точно так же оформляем и мы. То есть это зависит от вас. Обязательно указывается почтовый адрес, электронный адрес организации индивидуального предпринимателя. Это нужно для того, чтобы иметь быструю контактную связь, не фамилия или имя, отчество руководителя организации, не участника. Участник у вас будет прописан в титульном листе программы. Руководитель организации, потому что, по сути дела, если конкурс является для организации, естественно, заявляет эту программу руководитель
образовательной организации. И вот здесь вы пишете, вот вы если наберете нажать, у вас выйдет ссылка, как загрузить материал. Вот здесь согласие руководителя организации на обработку персональных данных. То есть помимо участников согласие на обработку персональных данных дает руководитель организации. И здесь вот тоже, если вы увидите, тоже согласие разработчика программы персональных данных. То есть обязательно такую форму заполняете. Контактный телефон разработчиков программы, это нужно для короткой связи, то есть для быстроты контактов. И электронный адрес разработчиков тоже для быстроты контактов. Ну и основные, в общем-то, компоненты. Договор о сетевом взаимодействии в формате PDF. Муниципалитет вы выберете сами, то есть он выстроен такой выпадающей линейкой муниципалитетов, их набирать не надо. Название программы. То есть здесь номинацию, вы знаете, что две номинации, то есть выбираете либо это программа, либо это проект. И здесь вы выбираете форму. И после того, когда вы все это проверите, вы нажмете на ссылку «Отправить». И в данной ситуации у вас уже заявка будет передана, и больше ничего, собственно, делать не надо, и документы никакие отправлять нам не нужны. Обращаю внимание, что очень важно наличие в заявке договора. Значит, все эти компоненты необходимо заполнить, иначе у вас анкета не уйдет. Анкета в электронном виде обязательно какие-то вещи она просто не пропускает, то есть все строчки должны быть заполнены. О согласии на обработку персональных данных я не комментирую, потому что я уже сказала, ее нужно распечатать, заполнить от руки полностью и посылать ее в сканированном виде. Теперь по поводу требований оформления. Мы даем здесь такую небольшую ссылочку на оформление документа. Вот. Но, собственно, хочется сказать о чем? О том, что титульный лист надо обязательно оформлять отдельно. То есть программа, если она реализуется, в титульном листе представлены сроки принятия и реализации, и год реализации программы. Если это проект, то он, собственно, проект, он есть проект, он еще не реализован, он находится в стадии реализации. И, естественно, она может быть только принята на уровне методического или педагогического совета к реализации. То есть все равно эти данные на титульном листе должны быть применены. Они должны представляться в вордовском файле, вордовский, то есть и титульные, и основное содержание программы. Это единый документ. В состоянии Word шрифт 14, это самый читабельный, не 12, 14 шрифт, интервал текста 1,5, то есть регистр интервала 1,5 размера. Выравнивание по ширине текста документа, то есть, собственно, эти данные, они в компьютере заложены, вы можете их взять. Поля обычные, ну, к обычным полям мы относим это левое поле 3 сантиметра, правое поле 1,5 сантиметра, верхнее поле 1,5 сантиметра, нижнее поле 2 сантиметра. Такой шаблон выравнивания полей в компьютере заложен. Это стандартный шаблон выравнивания полей для документов, которые подшиваются. В данном случае программа, она имеет систему подшивки. Если в обосновании вы приводите различные документы или для разработки программы вы используете какие-то другие программы, обязательно необходимо указывать источники тех, кого вы анализировали, которых вы взяли за базу для разработки, в основе за разработку вашей программы. Обязательно нужно указывать ссылки, и эти ссылки координируются в библиографических источниках методического характера, используемых в разработке данной программы. Если вы представляете иллюстрации, фото, видео и графические материалы, то каждый изобразительный и фото, видео, ну, не знаю, видео-то вряд ли у вас сейчас в данном случае пойдет, там ссылка пойдет, а любой графический материал должен иметь название, он должен иметь подпись, пусть она будет выполнена не в формате, не 14 шрифте, она может быть мелкий шрифт взять, то есть или десятка, или девятка в конце концов, но в любом случае любой графический материал должен быть подписан. Вот обязательно, я уже говорю, он должен иметь
титульный лист с указанием полного наименования организации, которую вы будете указывать в заявке, населенного пункта, полная фамилия, имя разработчиков. Если один разработчик, значит, одна фамилия, имя, отчество, пожалуйста, пишите полностью. Никогда не используйте сокращений, потому что потом очень трудно, собственно, с вами взаимодействовать. То есть уважайте сами себя, обязательно пишите полностью. Фамилия, имя, отчество полностью. Название конкурса и номинации вы пишете перед названием, и название программы. Для кого она реализуется и в каких рамках тоже это в дополнение необходимо указать. То есть титульный лист – это очень информационный лист. По нему мы рассматриваем, подходит ли он, входит ли он в систему нашего конкурса, решается ли он проблему нашего конкурса. Почему мы об этом говорим? Иногда поступают материалы без титульных листов. Это странно видеть, зная, что конкурс очень высокого ранга. То есть, пожалуйста, обращайте внимание на качество представления. И еще очень важный документ. Когда вы подготовили файл для публикации, то есть для того, чтобы опубликовать его в заявке, то есть заявить о нем, то файл назовите его, пожалуйста, чтобы он имел название организации, иначе мы запутаемся и не сможем, в общем, выбрать тот файл, относится он к вам или еще к кому-то. То есть пишем программа и пишем МУДО юность город Сыктывкар программа или МУДО юность город Сыктывкар согласие. То есть каждый документ должен иметь вот тот вот компонент, что там загружено. МУДО юность город Сыктывкар, аналитическая справка и так далее. Кстати, я забыла, что одним из конкурсных документов является аналитическая справка. Вы меня уж простите, на самом деле, что их 4 документа, то есть еще раз это согласие каждого участника, руководителей и участников, проект или программа входит, сама заявка она в электронном виде, и аналитическая справка о системе реализации, плюс еще договор. То есть 4 документа, технически это будет проверяться. То есть если они есть, значит вы участники. Если какого-то из этих документов нет, значит вы уже по технической экспертизе не будете являться участником, в общем-то, этого конкурса. Поэтому будьте внимательны к тому, как вы эти документы и оформляете, и как вы их называете в системе файлов. Это очень важно. Теперь по поводу критериев оценивания конкурсных работ. То есть вы, собственно, можете по этим критериям свой документ проверить. И я уже говорила, что можно проверить, если вы набираете менее 14 баллов, то стоит ли вообще заявляться, то есть по качеству еще раз, или стоит ли, может быть, стоит материал еще привести в порядок. Поэтому обязательно смотрите наличие концепции проекта. То есть это очень важный компонент любого научно-методического материала, потому что все материалы, которые мы разрабатываем, они, ну, скажем так, авторство очень крайне редко. Мы всегда используем какую-то базу, какие-то основы. Мы, может быть, посмотрели начало материала у каких-то других организаций, поэтому мы их берем за основу. И сама идея, концепция, сама идея реализации программы, она может быть авторской и новой. Поэтому очень важно для себя понять, в чем новизна вашего документа. А для того, чтобы определить понятие новизны этого документа, вы должны посмотреть, какие аналогии, аналогичные документы уже имеются на сегодняшний день. И привести их, в общем-то, в обоснование, сказать, что да, вот эта программа, мы ее посмотрели, она нам нравится, но там нас не устраивает то-то. А вот в той программе тоже хорошо решаются проблемы, там, удачи, следствия, но нас не устраивает то-то. Вот в связи с тем, что вот вас не устраивает в тех программах какие-то компоненты, вы создаете свой собственный новый документ, да, новую программу, новый методический. И в этом будет заключаться новизна. Это очень важно. То есть концепция и определение, обоснование содержания и новизны – это важный документ, а тем более для конкурсных материалов. И отсюда мы рассматриваем или концепция, ну, конечно, не всегда можно концепцию написать полно, но концепция все равно может быть, даже в системе одного абзаца.
И здесь эксперты будут смотреть, наличие концепции есть, нет. То есть в любом случае, чем глубже вы проанализируете вот этот компонент программы, тем лучше будет для вашего материала в рамках участия в конкурсе. Ну, естественно, обоснование актуальности. Не знаешь, какую программу вы возьмете, поэтому обязательно посмотрите, в чем новизна. Понятно, что мы все программы дополнительного образования сейчас рассматриваем в контексте реализации большой-большой республиканской и, в общем-то, всероссийской программы о доступности дополнительного образования детей. Да, это будет актуально, но возможно, что актуальность у вас будет немножко и специфично ваша, и вы ее сможете для себя определить и указать в программе. Обязательные компоненты программы – это цели и задачи. То есть цель – это то, что может быть связано с вашим результатом, который дают в конце реализации программы. А цели – а задачи – это те пути, те направления, которые позволяют вам достигнуть этой цели. Поэтому логика постановки вот этих методологических вещей от цели к задачам, а к задаче к реализации, они реализуются, собственно, основных структурных компонентов программы, должно быть очень четко прослеживаться. И в данном случае мы рассматриваем в системе логики цель задачи и логика выстраивания всех компонентов программы в контексте именно поставленных вами целей и задач. Но структура программы, она достаточно традиционно, да, собственно, и проект тоже может иметь традиционную структуру. Но содержатся обязательные компоненты, пояснительная записка, в которой все обоснование и концептуальное, и методологическое рассматривается в пояснительной записке. А системы учебно-тематических каких-то компонентов, описание содержания, через какие средства, формы все это происходит, какие-то занятия, какие-то технические компоненты. Вот в этих в содержательных компонентах как раз и можно рассмотреть вот эти формы сетевого взаимодействия, где кто вам помогает, чем помогает, то есть какое взаимодействие в рамках сетевого вы реализуете в системе содержания. Поэтому, наверное, это очень важная часть, где будет просматриваться система сетевого взаимодействия. Обратите на это внимание. Ну, нормативно-правовой – это как обязательный компонент. Здесь вы можете просто процитировать или дать ссылки на основные документы, связанные и с законом по образованию, и с документами санитарно-эпидемиологического характера, и в данном случае и концепция реализации дополнительного образования. То есть, пожалуйста, они могут быть названы. Да, но возможно, что есть какой-то еще один нормативный акт, который у вас есть в школах, и вы можете его привести в порядок, то есть в образовательной организации. Обязательно, конечно, должно быть четко определен вид, уровень, направленность, о чем мы говорили. То есть это должно быть прописано и в титульнике, то есть четко по нормативке это должно быть прописано в титульном листе. И это должно хорошо логически прослеживаться в концепции и, собственно, в реализации содержания. В содержании программ проекта указан вид, объем ресурсов, используемый каждой организацией посредством сетевой формы. Вот обратите внимание на пункт 8. Указан вид, объем ресурса, то есть какой ресурс, кадровый ресурс, материально-технический ресурс, информационный ресурс, еще какой-то ресурс. То есть я уже говорила, что в содержании, в каждом компоненте содержания могут быть как раз найдены вот эти пути сетевого взаимодействия. И вот тут-то ваша задача просто уточнить, каким образом это происходит. И вот здесь проверяется, есть или нет. Опять же, я уже говорила, что договор, он обязательный как конкурсный материал, как компонент конкурсного материала. Поэтому, собственно, говорить наличие или и нет, это как-то вот, может быть, даже не совсем этично. Но на самом деле здесь рассматривается количество этих договоров. Если договор с одним, то это 1 балл. Если у вас договор с несколькими, то есть сетевое сообщество расширяется, количество, естественно, баллов в зависимости от партнера может быть выше. Обязательно мы смотрим на
адаптирование материала возрасту детей, для которых, собственно, сделана эта программа. Нельзя одинаково смотреть на материал программы для детей до 10 лет, то есть дети с 7 до 10 это один вариант реализации, и возможно, что и формы будут совершенно иными. У детей, подростков с 10 до 14 лет это другой вариант, и для взрослых детей, таких как с 14 по 16-17 лет, собственно, сама реализация материала программы может быть иной. Поэтому обратите внимание на то, соответствует ли вашей форме реализации возрасту детей, для которых они предназначены. Почему мы об этом говорим? Но часто сталкиваемся в программах дополнительного образования, что программа, она такого широкого возрастного плана, то есть вдруг появляется, что программа реализуется от детей с 7 до 15 лет. Быть такого не может, поэтому, коллеги, пожалуйста, обратите внимание на возрастные ограничения. И если вы эти ограничения прописываете, то и реализация содержания должна идти в рамках этой адаптации для этого конкретного возраста. Ну, естественно, мы считаем, что в рамках сегодняшнего законодательства мы должны программы рассчитывать на разные категории детей, поэтому если в рамках вашей программы реализуется для особых детей, их 4 группы, я их в самом начале вебинара перечислила, да, и они прописаны во всех законах, то обязательно обратите внимание на эти группы. Либо это идут вспомогательные компоненты в программе, либо эта программа полностью предназначена для определенной категории детей. И это должно быть четко прослеживаться. Ни одна программа, ни один проект не может быть представлен без результата программы. Для чего мы ее рисуем, какой результат мы хотим получить. Дополнительные образовательные программы, они очень много ориентированы на получение начальных профессиональных знаний, это тоже очень важно. Систему адаптации, культурных каких-то мнений. Поэтому обязательно рассматривайте не только предметные составляющие, но, наверное, воспитательную какую-то компоненту должна быть представлена в рамках результатов. Оценка идет и по внешнему представлению. Это не значит, что надо документы украшать. Вот как раз хочется сказать, что украшать какими-то красивыми рамочками, вставочками документ можно, но стоит ли это делать? Собственно, сама оценка документа оценивается его чистотой и качеством представления, то есть насколько он, в общем-то, объективно и грамотно сделан. И когда ты открываешь стандартный документ с красивым стандартным оформлением титульника, четко выраженными главами, подглавками, нет западания строчек, четко выделены главы, четко выделены разделы. Отдельно каждый раздел программы должен иметь начало с новой строки, представлены страницы, есть содержание, которое можно легко найти по содержанию страничному, содержанию, то, собственно, уже это будет определять качество материала. Поэтому мы его обычно так и называем: грамотность оформления и качество представления. Ну и еще один 14-й пункт, который мы рассматриваем, это насколько можно его транслировать. То есть и возможность его рекомендовать для других организаций, сколько условия реализации данной программы могут быть включены в реализацию других дополнительных организаций или образовательных организаций. Поэтому это последний пункт, на который мы обращаем внимание. Но если нет, то нет. То есть, соответственно, просто поставим 0 баллов как эксперт. Максимальное количество, которое может получить конкурсный материал, это 28 баллов. Вот в рамках этого экспертной оценки вы должны сориентироваться и сделать свой собственный документ. Ну, в общем-то, и все. То, что я хотела прокомментировать, я прокомментировала. Ваша задача, если я не ответила на какие-то вопросы, то вы можете это сделать, позвонив в Центр развития общего образования на сайте Института развития образования, можете найти
наш телефончик. Меня зовут Турлова Наталья Геннадьевна, я являюсь куратором этого конкурса. Вы можете еще раз мне позвонить, уточнить условия конкурса и возможности участия в этом конкурсе. Еще раз я говорю, что конкурс очень широкий, и в рамках этого конкурса нет ограничений в плане участия. Это не только образовательные организации могут принимать участие, а очень широкий спектр организаций, которые помогают реализовывать программу дополнительного образования. Поэтому, пожалуйста, наверняка у вас такие партнеры есть, и возможно, что для вас это будет такой вот очередной этап выявления наилучших практики в рамках организованной систематизации, системы организации учебного процесса вашей организации. Поэтому я надеюсь, что мы не сильно вас испугали, собственно, требованиями. Я думаю, требования, они переходят из одного конкурса в другой. Просто мы хотим, чтобы качество научно-методических и методических материалов наших организаций оно росло, и конкурс на это направлен. Поэтому я желаю вам удачи. У вас есть время подготовить, собственно, материалы. У вас 2 месяца, это июль и август. И мы ждем ваши материалы, надеемся на то, что вы не упустите такой конкурс и попробуйте пропозиционировать себя в рамках данного конкурса. Спасибо за внимание. Жду ваших звонков. Спасибо большое.